несколько дней приехала супруга. Теперь мне было с кем поговорить. Главная тема – как мы проведем лето. Все наши планы строились вокруг важной даты – 27 июля. В этот день у нас с супругой намечался юбилей – 40-летие нашей свадьбы. Как отметить? Ужин в ресторане? Мы такой ужин подарили себе 10 лет назад. Семейный ужин такой был 20 лет назад, в 2000 году. Тогда мы отмечали начало совместной жизни в 21 веке и третьем тысячелетии от Рождества Христова. Прогулка на теплоходе по реке вдоль городских микрорайонов была. Как теперь? На этот раз думаю, как супруга захочет, так я сразу же и соглашусь. Никакого сомнения, никаких тьфу. Я буду предупредителен, внимателен и заботлив на 5-м десятке совместной жизни. Я же хотел и обещал самому себе быть таким замечательным мужчиной, хотя в этом ей пока не признавался. Поехать куда-нибудь на Крит? Супруга озвучивала варианты, что ей приходили в голову. Можно. Нет, туда дорого. Да и опять за визой придется ехать, пальчики сдавать. А если в Сочи? Можно. Не, мы там были 2 года назад. Хочется куда-то, что никогда не видели. А давай в Грузию. Наши с кафедры там были, им понравилось. Где они были? В Грузии? В Батуми. Где Михаил Афанасьевич заболел и не успел на последний пароход в Турцию? Какой Михаил Афанасьевич? Встревожилась супруга, услышав про последний пароход. Булгаков. О, в Батуми и тебе будет интересно побывать. Так в Грузию? Она кивнула головой. Никогда я не планировал заранее, как проведу отпуск летом. Мог за неделю собраться и отправиться колесить на спортивном велосипеде по Крыму. Мог за 2 часа накидать вещей в котомку и отправиться пешком из Тюмени в Тобольск. Но теперь я пенсионер, и у меня отпуск 12 месяцев в году. Теперь кто покупает билеты заранее, тот может за рубль улететь из Тюмени в Мюнхен. Ладно, не за рубль, но все равно дешевле, чем те, кто не способен определить дату вылета за 5 месяцев до отлета. И ведь я действительно верю, что летом 2019 года буду отдыхать в Батуми и смотреть на море, как смотрел когда-то на корму судна вдали у горизонта Михаил Афанасьевич, опоздавший из-за болезни в порт. Он думал, что ему катастрофически не повезло, что красные его поймают и расстреляют, что жизнь закончилась бездарно. А жизнь, оказывается, только начиналась, и дар небесный уже коснулся парусов его судьбы. Живем на даче, все цветет и пахнет. Вот июнь, я уже загорелый, и вдруг сообщение. Авиасообщение с Грузией прекращено. Надо же, как раз тогда, когда я был готов лежать часами под ярким солнцем на раскаленной гальке под шум небрежно набегающих на берег морских волн. Кто знал тогда, какие волны обрушатся на нас сейчас, когда я пишу эти строки, но не будем забегать вперед. Супругу, кстати, не сильно огорчило, что самолеты в Грузию больше не летают. В первые же летние дни на даче, когда температура воздуха устремилась к 30-ке, а солнце жгло так, что она без шляпы не могла выйти из домика, ей идея юбилея в южных широтах перестала нравиться. «Давай лучше поедем в какой-нибудь уральский санаторий, где есть и горы, и вода», – предложила она. «Давай». Так мы купили путевки на озеро Тургаяк с датой заезда 14 августа. Банкет будет в номере с видом на Синегорье. Супруга, как представитель класса работающих пенсионеров, отвечала за финансовую часть проекта. Через несколько недель с вещами на выезд. Мы поедем на собственной машине, давненько я никуда не ездил дальше дачи. Тряхнем колесами по автостраде, ударим днищем по камням Урала. Тут и началась история с шаманом. Как раз тогда, когда я поменял масло в двигателе и подкачал колеса. Не там я менял масло, не о том двигателе заботился и не те колеса накачал. Я, как бы досрочно, очнулся от сна спокойной, тихой, размеренной, понятной и предсказуемой дачной жизни. Открываю ссылки, просматриваю ролики и думаю уже о чем угодно, но только не о предстоящем житии в уральском санатории. Я открываю Google карты, смотрю в них, но еще отнюдь не городок Миас и как проехать к жемчужине Урала. Я ищу на карте, где находится Чита. Признаться, я не ожидал, что этот город географически намного дальше Байкала, в сторону Приморья. Мне казалось почему-то, что он где-то на Алтае. Не подумайте, что я совсем не представляю территорию России дальше Урала. Я был на Сахалине, объездил этот вытянутый с севера на юг остров, от Ахинской тундры до Анивского залива, откуда видел очертания японских островов.
Был в Хабаровске и Братске, но почему-то именно город Чита выпал у меня в сознании из своих географических координат. Забыл даже, что это столица Забайкалья, иначе по одному названию края легко бы вспомнил, что это за Байкалом. Потом нашел по карте, где находится Якутск. Тоже до сего момента представлял весьма расплывчато, где у нас в России полюс холода. Он вышел из Якутска 6 марта, то есть практически зимой. Даже в Тюмени в марте морозы могут быть до минус 20. Это на юге Западной Сибири, а там под 40 в это время. Как он спал, как шел, ведь до Читы из Якутска 1500 километров, с ума сойти. 4 месяца он все идет и идет. У человека жизненная воля и, видимо, опыт выживания при экстремальных температурах. Цель у него политическая, он не турист. Он за изгнание демона, но идет один и совершенно беззащитен. Да его любой участковый мог загрузить в воронок и увезти хоть обратно в Якутск, хоть в неизвестном направлении. Кто будет шамана искать? Пропал и пропал, а как пропал, никто не видел. Но не загрузили и не увезли. Я тогда еще не знал, что шаман почти до самой Читы не особо распространялся о цели своего похода. По крайней мере, дальнобойщики, что первыми о нем снимали ролики, о президенте-демоне ничего не слышали. В июле на ютубе из уст шамана я слышал упоминание демона постоянно. Кто бы он ни был, решил я, поступок он совершил неординарный, пришел издалека и смело говорит. Ходоков в России во все века было немало. Из Ишима, например, городка в 300 верстах от Тюмени в 18 веке, девушка по имени Прасковья отправилась в столицу, чтобы рассказать царице о своем возлюбленном, которого по навету злых людей упрятали в темницу. И дошла и встретилась с царицей. Та повелела провести дознание. Ходатайство Прасковьи было удовлетворено. Ее любимого выпустили из острога, а злых его завистников секли нещадно и прогнали с царской службы. Прасковье памятник поставили в Ишиме в честь женской самоотверженной любви, способной преодолеть невзгоды и препятствия на жизненном пути. Красивый памятник, глубок его смысл. Шагает по земле любящая женщина с дорожным узелком в руке. Прасковья, низкий мой поклон и уважуха, как пишут в комментариях, стараясь выразить чувства лаконично. И шаманские ролики многие зрители комментировали также кратко, хоть речь в них шла не о любви. Молодец, мужик, уважуха. Григорий Распутин дошел до столицы пешком из села Покровское, оно в Тюменской области. Тоже больше 2000 километров отшагал и лицезрел царицу. Не знаю, как реагировали бы на его поход сегодня россияне. Уважуха с их стороны была бы в комментариях или предположили бы ему самоизолироваться в сибирской глуши и никуда не выходить из дома. Но полагаю, все согласны, что Григорий – знаковый ходок в истории царской династии и судьбы империи, знак предупреждения и краха. К Ленину хаживали ходаки и не только с Волги. Из Сибири тоже пешочком добирались до Кремля, поговорить с вождем за жизнь, расположившись на зачехленных креслах, чтобы не пачкать шкурами потертых зипунов обивку дворцовых гарнитуров. Они поговорить явились, а не изгонять. Помню, к Олимпиаде в Москву из Владивостока пришел пешком спортивный дядечка. О нем сам Василий Песков в комсомолке очерк написал. Я даже место одно помню из той статьи. Повсюду, в каждом населенном пункте, в буфетах путешественнику подавали одинаково приготовленный чай. Щепотка заварки на ведро воды. Если котел или ведерный самовар кипятить 2 часа, появится тот самый бурый цвет и неповторимый запах столовского чая, который ему наливали всюду в течение 2 лет пути. Это было единственное впечатление, которое таило в себе намек на критику увиденной действительности. А шаман говорит царю без намеков прямо в лоб: иду изгнать. Подумай, собери вещички и уходи сам, пока я не пришел. Уверенно так говорит, будто за его спиной войско невиданное, или в его руке сила неслыханная. Причем рассуждает разумно, на что я обратил внимание прежде всего. Хотя разве может быть разумен тот, кто один и без оружия хочет прогнать царя с его трона? Сила героев не в их разуме, а в вере в свое предназначение. Тогда, 4 июля, я подумал, у ходока в Чите душа ребенка, который верит в простоту чудес. Для него добро и зло, как свет и тьма, легко понятны, зримы, различимы. Свет в комнате – это хорошо, тьма ночи – плохо. Что хорошо, пусть будет, что плохо, легко изменить. Как?
свет включить. Для этого на стене есть кнопка. Нажал, и тьма исчезла. Поскольку он называет себя шаманом, значит он посредник каких-то мощных сил. Они пришли в движение, но пока невидимы, и обретут реальные черты не скоро. Почувствовать их приближение может тот, кому позволено к ним прикоснуться. Он услышит голоса и рокот, увидит всадника с копьем и огненного змея на поле битвы перед сражением. Друг перед другом стоят полки богатырей в сияющих доспехах. Сейчас начнется сеча. Шаман бесшумно пролетит между рядов готовых к бою витязей, но тут его коснется копьем всадник и спросит: «Ты с нами или против нас?» Готов встать в линию атаки и вместе со мной сразиться с повелителем огня и страха. «Ну, что молчишь?» и потерял дар речи. Шаман ответит: «Мой бубен, щит мой, меч мой, палка, доспехи, колокольчик на груди. Где мне стоять?» Очнется он один и на дороге, ему показали место в линии атаки. И тут я вспомнил про мальчика с именем Джоэль, ребенок, ушедший в горы. Я ощутил, как в душе вновь загорелся огонек давно забытых юношеских грез. Почувствовал душевную симпатию к человеку, что идет сражаться. По-детски наивно, но просто и понятно объясняя цель борьбы – победить дракона. Хорошо помню, что мне вновь захотелось быть вместе с мальчиком на тропе, ведущей к штабу, где у костра склонились храбрые мужчины, которых звали Фидель, Эрнесто и Рауль. Хочу признаться, об этом не знает даже моя супруга, что однажды я чуть не уехал в горы Мексики. Может, кто помнит, там в Мексике лет 20 назад появился какой-то партизан, который никогда не снимал маски и никому не открывал лицо. Он был умелый компьютерщик, держал связь с единомышленниками по всей планете, рассказывал о желании изменить мир и бороться с несправедливостью, когда золотой миллиард население избранных государств эксплуатирует 6 миллиардов граждан стран второго сорта. До этого он работал в американской компании Lockheed, жил в Силиконовой долине, получал хорошую зарплату, но разуверился в принципах процветания передовой демократии и общества потребления. Этого партизана, когда он появился в горах самого бедного штата Мексики, правительство пыталось выловить и арестовать, но население ему симпатизировало и помогало скрыться. Он тоже фотографировался с автоматом в руках, как многие революционеры до него, и вел боевые действия, но никогда не убивал пленных солдат правительственной армии. Популярный был человек, но чтобы присоединиться к его отряду, надо предварительно связаться с ним по интернету, а у меня тогда компьютера не было. Статьи партизана мне копировал и переводил сын одного из моих коллег. Я ему признался, что собираюсь в Мексику. Он загорелся желанием поехать вместе со мной. Мы начали готовиться, он искал, как выйти на прямой контакт с человеком в маске, а я копил деньги. Но не срослось. И надо честно сказать, по моей вине. Бросить работу, семью, общественные дела не решился. Я чувствовал, что если улечу в Мексику, то улечу навсегда. А к тому времени я уже побывал вдали от родины. Я знал не понаслышке, как щемит сердце, когда хочется домой в Россию. Как вдали от нее вдруг начинаешь любить все, что ненавидел: грязь дорог, хапужество, невежество, грубость, пьянство и нищету. Тут или навсегда, то есть похоронят там, где меня найдет пуля, или вообще не ехать, чтобы остаться среди родных могил. И еще испугался ответственности за судьбу сына моего коллеги. Вдруг его убьют раньше, чем меня. Как я уйду в вечность с таким чувством вины? А тут такое явление шамана, который сам идет ко мне. Мальчик Джоэль двигается в мою сторону и через год-полтора будет в Тюмени. Партизан, ребенок с мыслями о справедливости, один и без оружия. Какое удачное воплощение моей мечты в период, когда война утратила для меня смысл. Так родилась в моей душе симпатия к шаману. Не столько к воину, сколько к ребенку с помыслами чистыми и светлыми, к мужчине, в ком не угасла детская надежда на победу рыцарей добра.